Всем привет, и друзья! Вот и наступила осень. Наступила осень, время, как говорится, собирать камни. Ну а мы будем собирать наш урожай. Ну, во-первых, в моем понимании, в основном в нашем понимании, для нас урожай – это убрать урожай картошки. Это основное, что есть на огороде. Остальное, вот эти мелкие грядки, там лук, морковь, там вот это все мелкотня, как говорится, мы не очень как бы обращаем внимание, там есть, нет, нет, уродился, не уродился, например, лук уродился, хорошо, не уродился, ну ничего страшного. Вот. Ну а картошка как бы важный элемент в нашем рационе, и он второй хлеб все-таки в деревне, и надо, чтобы этот урожай был хороший. Излишки даже немножко можем продать там, чтобы купить, приобрести навоз на эти деньги, и ну и кое-какие затраты там на вспашку еще все равно есть. Вот так. В этом году немножко участок у нас поменьше, конечно, уменьшили. Вот. Думаю, на следующий год еще немножко уменьшим. Потому что, ну, так получается, что все с каждым годом меньше и меньше картошку употребляем. Дети почему-то вот живут в городе, они очень мало. Раньше картошки поболее вроде как отправляли, сейчас им не нужно ничего, не нужно. Вот, очень редко. Сегодня у нас, сейчас я вот поеду и поближе поснимаю, там как раз сорт «Идеал» участок, и там копают. Вот Алексей и Раиса Ивановна, Маша еще не вышла. Вот. Ну, попозже и потом Машу, конечно, поснимаю. Сразу отделяем на семена, сразу отделяем на крупную, мелкую и на семена. Вот. Погода замечательная. Я не знаю, можно сказать, это бабьим летом или нет, потому что обычно бабье лето начинается где-то в числах 10 сентября бывает. Это молодое бабье лето. Вот. Ну, сейчас просто вот опять был отрезок такой у нас очень такой холодный, моросящий, дождливый, наверное, где-то с неделю. А теперь все нормально опять, солнышко уже дня 3-4. И приятно прям. Вот. Дай бог, чтобы мы с такой погодой смогли убрать урожай этого картофеля. Вот так. Ну, а теперь я буду снимать и показывать там, какая и что получается у нас картошка. Вот это поле надо убрать. И вот это поле тоже надо убрать. Вот. Это все поле тоже картошки. Естественно, это за один день, конечно, не уберется. Не уберется, конечно, за один день. Это все постепенно будем. Благо, что погода пока позволяет не спешить. Слышите, наверное, как птички поют еще. Просто уже после Ильиного дня уже как бы птички-то не должны петь, наверное. Трясогузка еще не улетела на юг, и там прям песенку завывает. О, вон она. Убежала. Где она? Вот. Сейчас я тебя поймаю. О. Трясогусочка такая. Тоже солнечный день-то приятно ей. Ладно, поближе к работникам поеду сейчас. Сильно мешаться не буду, но немножко покажу там сорт «Идеал» как раз. Как он выглядит, этот сорт.
красненький картофель. Здесь уже совершенно другой сорт. Вот. Здесь, наверное, Маша будет начинать копать, тоже немножко поснимаю потом, как она подойдет. Ну что, друзья, забрался я на грядку, чтобы поближе поснимать. Прям на грядку это самое забрался. Раиса накупает. Сейчас я поснимаю немножко. Это сорт у нас идеал, картошка. Идеал. Ну, картошка вроде как есть. Вот сразу. Это на семена? Вот это, да? Это не на семена. А это что? Это крупная. Вот это крупная. Это Картошка. Хорошая картошка такая в этом году. это мелочь куда-то. Это мелочь и где-то... Вот это семена, вот это семена. Вот это семена. Так что... Так, картошка, значит, есть. Урожай хороший. Довольно таки крупная. Крупная картошка. Идеал, он сорт хороший. Просто он выродился. Выродился и не всегда дает хороший урожай. Здесь копает Алексей. Алексей, привет. Подписчики знают Алексея. Ну и, собственно говоря, Раиса Ивановна тоже уже знает все. Весной она показывала много, ее сажала картошку и копала, и грядки там с Машей вместе сажали. Ну, Алексея, собственно говоря, на многих видео постоянные подписчики видят. Так, Алексей помогает, тоже пришел. Маша еще нету. Она по дому там заканчивает суп варить, да что-то. Я уехал. Вот прямо на грядке стою. Вот так. И копают. Вот этот сорт идеала, а дальше вот там другой сорт соседнего района привозили. Мы называем Усть-Коломским по названию района. Так-то, наверное, есть какое-то же название этого сорта, а просто не знаем. Кстати, эти клубни попадаются, они и даже здесь. Перемешку, оказывается. Подают. Нормальный размер, друзья, картошки. Вот какой крупная картошка идеал. Буз в мешок. Вот. Вот так. Где-то сказали на одно ведро мелкое, 7 ведер крупных. Вот. Потом через это окно туда полеги в подвал. Есть так-то вон там маленькое окно, и там обычно ставили тогда лоток, и через лоток высыпали. Но сейчас мы так не делаем. Сейчас совершенно другие объемы, и мешками лучше. Сюда-то что-то полный мешок напихали, это тяжело потом. Обычно Маша делает так, 2 ведра в мешок и в дом. А здесь что у нас еще? Там много что еще. Это участок у Раисы Ивановны там. А бархатцы, смотрите. Бархатцы только время им цвести пришло. Вот я люблю эти цветы, да, конечно. Им вот это все холод не страшно, они будут цвести еще долго. Георгины у Маши потихоньку тоже цветут. Такие красивенькие. Правда, густо посадила, и вот когда ветер был сильный, повалил, и никак не могут подняться. Но все равно зацвели, порадовали. Цветут еще даже. Вот такой участок здесь. Здесь еще, этот укроп поставлен, зонтики, да, что-то для засолки и еще такое. Вот. Видите, здесь уже почти все, вот этот участок выкопан. Тут вот эти картошка там, вот это другой сорт получается. И потресканные.
Поэтому они попадаются тоже среди сорта идеал, попадаются почему-то на семена там перемешку попались немножко другого сорта. Вот так. И вот здесь на солнышко разложено семена этого идеала. Это чисто на семена. Видите, какая средняя картошечка, где-то с куриное яйцо на семена выбрали. Вот это чисто на семена. Семена. Тут сколько уже ведер-то на семена. Вот, потом подсохнет, потом сразу в коробочки или в ящички пластиковые. И они будут на семена до следующего урожая, до следующей весны, до следующей посадки, как говорится. Ну, немножко полетали, поснимал, как выглядит наша природа сейчас осенняя. И подъехал к Маше на огород. А тут Маша говорит, что вот там-то идеал, где сестра и Алексей копали, идеал очень хороший. На 7 ведер крупного, 1 ведро всего лишь мелкого. А здесь Маша говорит, что очень не радужная обстановка, говорит, мало картошки. И сколько примерно на крупного мелкое? 2 ведра, да? 2 ведра, так, третье ведро и второе ведро. Ну, короче, 3 ведра на 1 ведро крупное. Тут результат не очень утешающий, конечно, но... Вот. В этом году, значит, сорт идеал показал себя, что он неплохой, засушливое лето. Ну и может быть такое, что там участок более влажный. Вот я к этому еще так и склонен, да? Где посадили идеал, там влажный участок. No, дождей Вот. не было. А дождей не было. Лето засушливое, и идеал себя показал и выбрал себе место. Так получилось, что замечательно. Самый раз. Сейчас подъеду еще там поснимаю. Тоже вот 3 ведра у Маши. Крупняк. Крупная картошка. Для семена откладываем отдельное ведро. И вон 3 ведро, это мелкое. Кому-нибудь отдадим, который держит скотину. Вот. Вот такая.
Вот так. Маша тоже здесь дальше будет копать, но я и говорю, это очень длинное занятие. Здесь я целый день, конечно, сидеть не буду. А бригада УХ перебралась уже на другое поле. Идеал закончили. И вон Раиса Ивановна говорит, что тоже картошки нема, да? Ну не нема, а маловато по сравнению с идеалом, да. Но здесь, действительно, здесь земля такая, песок, сухая земля. Может из-за этого. Идеал Это проволочника-то мало. мало. Очень хорошо, что мало проволочника. И еще, что там? Да, все в парнике, говорит Маша. Все проволочники в этом году в парнике. Все огурцы съели. Вот. И в этом году повезло, значит, сорту идеал. То, что он был в более влажном участке и дал хороший результат. Вообще результат хороший у идеала, у сорта идеал. А этот ушколомский, ну неплохой. Я не скажу, что он плохой, плохая картошка. Что мало там или еще там, но гниет или что, нет. Просто чуть-чуть поменьше, чем идеал. И размерами, и количеством. А количеством даже не меньше, наверное. Количеством, я смотрю, да, вроде как и много, чуть-чуть мелковат, правда. Вы думаете, мы картошку только мы любим? Но и Умка любит. Смотрите, она есть сырую картошку. Очень любит сырую картошку. С детства вот она маленькая еще дома жила и воровала с тарелки, где у нас сырая картошка хранится, около печки. Видите, как сырую картошку любит. Удивительно, конечно, но есть. Сырую картошку есть. Прямо причмокивая еще. Что не хватает? Витаминов каких-то, наверное. Есть сырую картошку. Вон там вторая еще. Прямо со звуком есть. Очень любит. И вот с детства тоже, как уже говорил, украдет картошку, бежит себе, у нее там был за креслом свой уголок, туда бежит, что таскает туда. Тапочки, вот эти картошку, и картошку грызет. И вот с детства вот. И сейчас и до сих пор любит. Все закончилось. Ну, наверное, много тоже вредно сырой картошки. Умка. Вредно, наверное. Ох ты, тебе да. Картофельман. Ну что, подходит рабочий день к концу. Ну, не к концу, где-то сейчас, наверное, 2 часа. Может быть, там еще будут немножко отдохнуть, докопать. Потому что, ну, надо спешить, чтобы дожди не начались, чтобы успеть. Ну, вроде сегодня вот и поле возле теплицы все закончили. Потом участок с сортом идеал закончили.
Ну и осталось это здоровое поле, которое будут заканчивать уже завтра. Сегодня, значит, выкопали, мы посчитали, в общем получилось 56 ведер крупной картошки. Это, ну, в среднем, так сказать, в общем, в среднем нормально. Идеал замечательно дал урожай. Второй сорт немножко похуже, но терпеть тоже можно. Вот. Мошка кусается и прям вот везде уже лицо жжет. Я побыл вместе с работниками, немножко посидел, а так еще прогулялись там с племянником до речки, просто прогулялись. Я эту уже прогулку не стал снимать. Ну, у меня задача была сегодня показать и рассказать, сколько примерно картошки. Ну, видите, вот 56 ведер собрали крупной, и еще на поле такое здоровое осталось. И, конечно же, этот урожай неплохой, однозначно. Однозначно, все будет хорошо. На семена сразу оставили. Сейчас вот Маша да Раиса Ивановна перебирают на семена. Ну, вернее, сразу оставили, но еще разложили сушиться. И складывают теперь уже более тщательно, чтобы все гладенькие клубни были, не с дефектами. Это уже сейчас ведро, они высохли, подсохла картошка. И ведро, и сразу подвал, и сразу такие ящички капроновые у нас есть. И это уже до весны там закроем, и они там будут. Вот так. Ну, вот этот день закончен. Я не знаю, буду ли потом дальше показывать, ну, как получится. Скажу, что урожай такой средний плюс. Вот так. Все. Что потом еще мне сказать?